Архитектура или зодчество – это есть искусство проектирования и возведения зданий и других сооружений на открытых пространствах. Великий немецкий писатель Иоганн Вольфганг фон Гёте дал этому виду искусства такое определение – архитектура, онемевшая музыка. Посмотрите на архитектуру современного Якутска, крупнейшего города на вечной мерзлоте. А каким был Якутск 100 лет назад? Губернатором Якутской области в 1907-1913 годах был Иван Иванович Крафт. Он пригласил на должность областного архитектора Клементия Адамовича Лешевича. За короткий срок пребывания в Якутске по его проектам были построены прекрасные по архитектуре каменные здания. Якутское областное казначейство. В 1911 году строительство было завершено. При возведении этого здания архитектор Лешевич широко использовал декоративные мотивы русского зодчества XVII века, популярные в начале XX века. В этом красивом здании ныне размещается филиал Национального художественного музея республики. Якутская городская публичная библиотека открылась 5 сентября 1911 года. Это самое старинное здание города с необычным архитектурным декором в стиле русской эклектики начала XX века. Якутский окружной суд. В 1917 году здание вошло в строй. Декор фасада состоит из деталей и форм, характерных для русской архитектуры XVI-XVII веков. В этом здании размещается Академия наук Республики Саха-Якутия. Архиерейские покои. Строительство было завершено при новой власти в 1926 году. В нем были размещены экспонаты Якутского музея. Простое по архитектуре здание выполнено из красного кирпича и почти не имеет декора. Торговый дом товарищества Коковин и Басов. Каменное здание, построенное в 1913 году в мотивах неоклассицизма, стояло на углу Большой и Клубной улиц, ныне Ленина и Амосова. Сегодня здание не сохранилось. Также по его проекту было построено несколько замечательных образцов деревянного зодчества. 27 февраля 1910 года состоялось торжественное открытие Якутского отделения Русско-Азиатского банка. Оригинальное по архитектуре здание выделяется в окружающей застройке, являясь памятником архитектуры в стиле модерн. В рамках реализации проекта «Старый город» Алмаз-Эргиен-банк восстановил здание. Сейчас там располагается офис банка. Губернаторский дом. Этот одноэтажный дом был построен в начале Соборной улицы. Одним из последних работ Лешевича является проект капитального ремонта Троицкого кафедрального собора постройки 1708-1728 годов. За 200 лет непрерывной эксплуатации здание пришло в ветхое состояние. В результате поправок здание собора приняло классический крестообразный вид. В настоящее время здание, выдержавшее неоднократные перестройки, сохранилось. Творения Клементия Адамовича Лешевича построены по знаменитой триаде древнеримского архитектора и механика Витрувия. Это прочность, польза, красота. И это, конечно, онемевшая музыка начала XX века.